Зоопарк Республиканского центра экологического образования готовится к новому учебному году. Здесь продолжается глобальный ремонт помещений и благоустройство территории. Все для юных посетителей и постояльцев станции юнатов. Будет ли комфортно животным и, что немаловажно, интересно ли будет детям, узнала Евгения Кладкевич. Потеки на потолке и стене в зале, где представлены птицы, появились в зоопарке еще в прошлом году. Тогда прохудившуюся крышу срочно отремонтировали, а вот за внутреннюю отделку взялись только этим летом. Средства на материалы и оплату труда работников учреждение выручило от продажи входных билетов. Животные в этом плане не страдали, потому что помещение оно отапливаемое, оно сухое, и непосредственно воздействия влаги на животных не было. То есть протечка была именно по стене и, соответственно, промокала стена. А вот животные соседнего зала, млекопитающие, ремонт все-таки прочувствовали на собственной шкуре. Сейчас здесь меняют полы и перекрашивают стены. Изначально они были покрыты так называемой водоэмульсионкой. Нередко посетители пачкали одежду и жаловались руководству. На средства, выделенные Министерством образования, стены и полы привели в порядок. Всех зверей из зала, среди которых дикобраз и еноты, на время ремонта переселили на улицу. Ремонтные работы, они, конечно, необходимы, потому что вот этот комплекс зданий был построен в 1979 году, и капитальных ремонтов, по сути, не проводилось. И помимо работ, которые мы проводим на территории зоологического парка, еще проводится работа также в других учебных корпусах. Уличная зона также преобразилась. Главная радость – улам, обновленный вольер. Вместо прогнившего деревянного забора теперь новый, металлический. Улучшение почти совпало с долгожданным для зоопарка событием. В мае на свет появилась лама-самка. Имени у нее пока нет. Однако стойкость характера и силу воли рыжая малышка уже проявила. Аномально жаркую погоду, что стояла еще на прошлой неделе, лама перенесла довольно легко. А вообще сценарий каждый год один и тот же. То есть обильное питье, создание тени, создание укрытий. И есть животные типа оленей, там, кабана, яка, которые, в принципе, любят холод, их приходилось обливать утром и вечером дополнительно водой. Да, аппетит снижался, и очень многие животные старались больше в укрытиях быть, хуже ели в жару, и обычно рацион съедался именно ночью. Впрочем, животные, которых из-за ремонта пришлось переселить на улицу, резкие перепады температуры переносят сложнее. Ремонт зоопарка по плану продлится до 10 августа. По окончании работ животных вернут в помещение. К слову, прием посетителей в связи с ремонтом не прекращался. Посмотреть на пернатых и млекопитающих, а в зоопарке их больше 80 видов, можно в любой рабочий день. Евгения Кладкевич, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.